Если что и объединяет однозначно людей всех возрастов и национальностей, так это прекрасно исполненная музыка. Пример такого объединительного в последние недели как раз много демонстрировал наш государственный симфонический оркестр. Казанцы еще не успели прийти в себя от фантастических концертов оркестра в рамках фестиваля Софьи Губайдуллиной, а сам ГСО во главе с маэстро Александром Сладковским уже покорил непростую московскую публику на сцене Большого театра. И вот пару дней назад совершил настоящую ноябрьскую революцию в колыбели всех русских революций в Петербурге, революцию культурную. Выступление нашего оркестра в стенах Великого Мариинского театра стало не только ярким явлением для жителей самой культурной столицы, но и фактически покорением нового Олимпа нашими музыкантами. Отмечу лишь, что выступать на сцене Мариинки приглашает лично Валерий Гергиев. Приглашает только, как вы понимаете, лучших. Как приняли лучших, а именно оркестр Татарстана, зрители культурной столицы. И как получилось, что только за последний месяц принц альтов Максим Рысанов уже трижды выступал с татарстанскими музыкантами. Смотрите в репортаже Полины Кострицкой. В богатейшую историю Мариинского театра уже вписаны дорогие для татарстанской культуры имена. Здесь блистал Федор Шаляпин, Рудольф Нуриев. С середины прошлого века шел балет Фарида Яруллина «Шурале». И вот теперь в историю концертного зала Мариинки, построенного в 2006 году по инициативе директора театра Валерия Гергиева, вписан симфонический оркестр Татарстана. Этот зал связан с Мариинским театром исторически. Более 100 лет здесь создавались декорации к спектаклям, но в начале века 21-го здание сгорело, сохранился только фасад. Теперь здесь один из лучших современных концертных залов мира, который зарубежные критики назвали акустической сенсацией. На этой сцене выступают только лучшие симфонические коллективы. Среди них лондонский, венский, мюнхенский, берлинский филармонические оркестры. А теперь в афише зала Мариинского театра и симфонический оркестр Татарстана. Валерий Бессалович Гергиев — человек, который сейчас создает вектор развития вообще мировой музыкальной культуры. И то, что он нас пригласил, для меня это огромная честь. И я волнуюсь сегодня как студент, наверное. У меня такое ощущение, потому что Петербург — это город, в котором я вырос как дирижер. Я считаю, это для нас это очень высокая планка, огромный аванс. По приглашению Валерия Гергиева в этом сезоне оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского получил петербургский абонемент. Это 3 концерта в зале Мариинки. Такой честью удостаиваются лишь немногие лучшие оркестры страны. Все программы обсуждались с самим маэстро Гергиевым. На первом концерте 25 ноября оркестр исполнял русскую музыку, известную и всеми любимую – испанской каприччо и Шахерезада Римского-Корсакова. Когда мы обсуждали это с маэстро, он говорил, что Шахерезада будет именно то, что это татарский оркестр играет такое сочинение. Знаете, русская музыка очень сориентирована на восток, мы это видим и по Глинке, мы это видим и по Римскому Корсакову, и по Рахманинову, конечно. Поэтому для меня русская музыка – это основа нашего репертуара. Дебют татарстанского оркестра на сцене Мариинки прозвучал мощно и современно. Концерт Альфреда Шнитке, солист Максим Рысанов. Сегодня он один из лучших альтистов мира. Его даже называют принцем среди альтистов. Музыкант живет в Великобритании, а в последнее время активно сотрудничает с татарстанским оркестром. Только за последний месяц 3 совместных выступления. На гала-концерте фестиваля «Крещендо» в Москве, фестивале «Конкордия» в Казани и в концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге. У Шостаковича очень много в музыке страха, но этот страх внутренний. Да, это вот ожидание ночью, стук в дверь, и вот ожидание с чемоданчиком, репрессии и так далее. У Шнитке уже открытый страх и открытый ужас. Да? То есть это уже не внутренний, а выпущенный наружу этот ужас. Такие кульминации, как во второй и в третьей части, ни один оркестр я еще не испытывал, прям мурашки идут по коже.
великолепный оркестр, да, то есть какая-то невероятная дисциплина и профессионализм. Концерт могли увидеть миллионы зрителей со всего мира. Прямую трансляцию вел канал Мариинского театра. На сайте будет доступна и запись. Нужно отметить, что Мариинский ТВ транслирует не все концерты, а только те, которые смогут собрать многочисленную интернет-аудиторию. Я увидела, что вот сегодняшнее число будет концерт оркестра Татарстана. Я решила, что когда еще я смогу попасть на такой концерт. И с удовольствием пришла, мне просто интересно. Я была в Казани в свое время, посещала этот город, слушала этот оркестр до прихода Сладковского. Я слышала, что там произошли изменения, что уровень на порядок выше стал, поэтому мне как музыканту очень интересно. И так как я человек непосредственно связанный с искусством и татарским искусством, я, конечно, не упускаю ни одной возможности посетить мероприятия, которые происходят в Мариинском театре с участием артистов из республики. Новинка. Не слышала об оркестре. А о театрах мнение очень хорошее. И прессы, и ближайших подруг, родственников. Поэтому мне интересно быть, слушать и познакомиться с оркестром. Это по-настоящему культурный прорыв Татарстана. Оркестр под управлением Александра Сладковского продолжает покорять мировое музыкальное пространство и каждый раз берет все более высокие вершины. Напомним, только в начале ноября музыканты выступали на гала-концерте юбилейного фестиваля «Крещендо» в Москве. 20 декабря их ждут в Большом зале Московской консерватории. А 23 января симфонический оркестр Татарстана снова выступит в зале Мариинского театра. В программе музыка Рахманинова и Чайковского. Полина Косрицкая, Эльдар Мухлисуллин. Республика. Итоги недели.